привет от меня маленькому Хабибу. Нурманап Магомедович сказал, что больше Нурулло не подерется в лиге GFC. Он Хабиб, я Нурулло. На что ты жил 1,5 года? Клоунские эти, меня лучше не ставьте. Бой между вами за то, кто же подерется с Куатом. Хабиб, я знаю, что вы скромный, поставьте, а там сейчас уже тебя все начали ненавидеть, там, типа. Друзья, всем добрый день, с вами я, Азамат Бастанов, мой бессменный, прекрасный соведущий Алексей Махно и наш гость Нурулло Алиев. И сегодня мы будем обсуждать, Алексей, вторгайтесь в наш эфир, рассказывайте, что же мы будем обсуждать. Мы обсудим карьеру Нурулло, почему его называют маленьким Хабибом, человека, которого постоянно путают с Хабибом. Обо всем этом поговорим, но начнем с того, что Нурулло, ты крайний раз бился в августе прошлого года. Достаточно длинный, простой. Скажи, это время на что потратил? Успел ли где-то вырасти в профессиональном плане, подтянуть какие-то слабые стороны, узнать что-то новое? Вот расскажи, чем занимался все это время. У меня не получались бои, не состоялись из-за последнего боя, то, что я не смог приехать из-за дороги. Я готовился, когда у меня не получается бои, я всегда готовлюсь. В этот раз сильно потянул свою физику, потому что я перешел в другой весовую категорию. 3-4 месяца только тянул физику. Сейчас вот готовимся здесь, в Evil Gym в Москве, с нашими братьями, вот Махно, с опытными. Также ты еще был на сборах по вольной борьбе, то есть ты большое количество времени уделяешь именно вольной борьбе. Считаешь, что это сильнейшая дисциплина для ММА? Ну, я из вольной борьбы перешел в ММА. Я хочу то, что у меня сильная сторона, я хочу его дальше сильнее и сильнее сделать. Из-за этого я был на сборах в Дагестане по вольной борьбе. Сейчас вот тянем в Evil Gym ударную технику с тренерами, с опытными бойцами. Нурулло, ты начал свою карьеру пару лет назад, профкарьеру, и сразу 3 боя за 7 месяцев. Потом еще 1 бой в 2019 году. И сейчас у тебя достаточно, вот опять-таки вернемся к моменту простоя, 1,5 года практически. Тебе 22 года, ты молодой парень. Как мне кажется, для молодого бойца максимально важно иметь большую плотность боев в первоначальном этапе становления карьеры. Этот простой, он как-то сказался на тебе? Ну, не знаю, наверное, я готовлюсь, например, 2 раза в день, вот как нету боев, я уже вот месяц, год, 3-4 месяца я готовлюсь, 2 раза в день тренировки делаю. Я думаю, что не очень так в бою вот этот мой простой, думаю, не влияет. А скажи, пожалуйста, вот 1,5 года, были предложения, были варианты подраться? Что не получалось? Давай по порядку начнем. Сколько боев ты должен был провести и сколько раз они слетали? Я должен был драться в январе вот в этом году, в феврале, то есть защитить свой пояс с Анваром Черкесовым. Кстати, сразу, извини, перебью, вот бой с Анваром Черкесовым провалил взвешивание, да, насколько известно, 1,8 килограмм. Бой отменился, но была возможность, ну, часто же бывает, что проваливают взвешивание. Тебе не знать, мой дорогой друг. Да, особенно я. Выйти, например, желтой карточкой или отдать процент гонорара какой-то. Вообще была возможность все равно, чтобы этот бой сохранился? Да, были переговоры в начале, там, утром начались переговоры, там. Я 100% думал, что я подерусь желтой карточкой или с гонораром минус желтая карточка. И они ставили условия, то, что желтая карточка без пояса и 3 раунда. И я не согласился, я сказал, давайте желтая карточка, пояс, гонорар я не заберу, я подерусь хотя бы 5 раундов. Вот эти переговоры шли, потом я уже как face-to-face, час до face-to-face оставалось, я согласился, хорошо, я без пояса, без гонорара, с желтой карточкой 3 раунда подерусь. И в один момент они сказали, все, ты слетаешь с боя. Это организация, да, или команда соперника? Организация. Я думал сначала то, что мой соперник, мне сказали то, что твой соперник отказался. И потом мы в коридоре встретились с ним,
сказал, давай, 3 раунда, желтая карточка, без пояса. Я просто столько готовился, я хочу подраться с тобой. И он сказал то, что я ничего не решаю, организация вот так решила, то, что ты слетаешь с боя. И отдали пояс другому бойцу, который там провел, не знаю, первый бой был свой или второй бой. И после этого я собрал свою сумку, уехал с гостиницы. Потом они мне предложили, потом после боя, там мой пояс, забрали, как бы сказать, 9 сентября совместный бой с AMC Fight Nights. Я согласился, готовился. Турнир памяти Абдулманапа. Да, готовился. Они сначала мне дали другого соперника, потом Али Магомедова 8-0. Я согласился, готовился под него 2 месяца. И, как вы все знаете, границы были закрыты с Российской Федерацией. Я вышел через МИД, они сказали то, что они должны тебе отправить приглашение. Страна-организатор, да. Правильно? Они потом мне отправили приглашение, и я должен был улететь 5 сентября, 9 был бой. И они там какой-то печатный поставили, там, и МИД позвонил им, и они, я не знаю, что-то сказали, потом отменился мой рейс, и я не смог уехать. Очень просто потому, что тебя не выпустили из республики. Да. Еще вот вернемся к бою с Анваром Черкесовым. После того, как бой не состоялся, сорвался, Абдулманап Магомедович сказал, что больше Нурулло не подерется в лиге GFC. По моему убеждению, он никогда не был в весе. Нурулло Алиев. Вот лично мое мнение. Он и сегодня не сделал этот вес. Так нельзя подводить болельщиков, так нельзя подводить соперников и организацию. Я думаю, это его последний год. Скажи, насколько сильно тебя зацепили эти слова, и, может быть, где-то пересекался с Абдулманапом понтом, и получилось как-то обсудить эту историю? Не, я не пересекался с Абдулманапом. Я тоже потом после боя, через 10 дней, я не помню уже, потом после я увидел это видео. И они сами потом, я ничего не сказал, они сами потом предложили еще бой мне. Начали предлагать то, что давай здесь подерись. И ничего. Насколько нам известно, следующий свой бой ты проведешь 25 декабря в лиге AMC Fight Nights. Расскажи подробнее, как заключили ли контракт с этой лигой, или это разовая история, кто будет соперником. Самое главное, с кем и какой вес. Потому что есть же прецедент с весом, да. 70 килограмм у тебя не сложилось, сейчас в итоге 70-77, и кто твой оппонент? Сейчас на 77 я уже перешел, мой оппонент, мне отправили питерского пацана с 5-1, хороший рекорд. Как зовут? Сказать, да? Да, я думаю. Александр Гребнев. Александр Гребнев или Гребнев, я Гребнев, не знаю, как ударение правильно. Тоже не знаю. Да, честно, смотрел поэтому базу не в обиду, просто не знаю. Да, он кикбоксер. И вот сейчас AMC Fight Night мне отправили контракт. Сейчас чуть есть свои нюансы. Сейчас мы должны решить с организацией эти нюансы. Но ты уже в Москве. Да. Проблем с весом теперь не будет. Да. Ты проводишь хорошую подготовку. Что с весом? Вот 77 – это вес, на котором ты будешь драться. Сколько ты весишь сейчас? Я вешу 83-84. Это 6 килограмм за практически 2 недели еще до боя. Я сейчас еще диету не делаю, так, 10 дней, когда останется, потом... Ну, будет намного легче в этом весе выступать. Да, намного легче будет. Твоя история с AMC Fight Nights, это надолго? То есть ты собираешься задержаться в лиге надолго? Или это какая-то для тебя ступень к чему-то дальше? Ну, я посмотрю, отношение лиги к себе. Я много раз меня лига, другая лига подводила там. И я была чуть проблема с весом. Я посмотрю отношения с людей ко мне как будет. Потом дальше больше посмотрим. Я думаю, что тебе Fight Nights понравится. Это я не понаслышке знаю. Нурло, есть момент, который не могу не спросить. 1,5 года без боев, и я работаю со многими спортсменами, для них, для бойцов. Именно выступление – это основной и единственный источник дохода. На что ты жил 1,5 года?
Есть какие-то спонсоры, поддержка, или, может быть, у тебя свой какой-то частный бизнес? Нет, у меня частного бизнеса нет. Есть братья, мои родные братья, ну, не родные, земляки, моя семья. Алхамдулилля, мы в достатке, они помогают мне. Говорят, то, что ты любишь делать, мы будем до тех пор, пока у нас есть возможности, мы будем тебе помогать. Иди к своей цели, добивайся. Никому там голову не наклоняй то, что помогите мне там туда-сюда. Кто от души поможет тебе, пусть поможет. А так мы сами сможем обеспечить тебе твои сборы, твою витаминизацию, твою... Ну, Ролл, сколько в среднем вот у тебя обходится один тренировочный цикл сбора? Сколько выходит вообще? Вот для зрителей рассказать, сколько стоит подготовиться к поединку? Так не считал. Вот у нас квартира недалеко от зала. Мы там 100 тысяч даем на месяц. Двухкомнатная. Ну, я с друзьями, ну, не с друзьями, как бы, с командой. Со своей командой приехал сейчас. Там пацанов пару. Ну, зал очень помогает мне в многих там аспектах. Ребят, Макс, я очень прошу, вот, если хотя бы ходите, видите, бахилы, они звучат на весь зал. Мы не можем нормально пообщаться, потому что каждый раз кто-то проходит мимо, и слышны эти долбанные бахилы. Мистер Маги, не надо меня злить. Я в гневе неприятен. Неужели? В основном я смогу, например, в другие страны поехать на сборы, но в Evolve Gym я уже 3 года занимаюсь здесь, в 2017, уже 18 год было. Хороший зал, я очень много набрал здесь опыта. Вот Махно, вот Алексей, с опытными бойцами здесь очень много. И зал тоже помогает нам, вот нашей команде, помогает, идет на уступки. Поэтому я здесь хорошо готовлюсь, поэтому приехал в Москву, чтобы здесь подготовиться. Нурло, тебя часто называют таджикским Хабибом. Не задевает ли тебя такое сравнение? Да? Потому что, например, была история, где Хамзата Чимаева также назвали чеченским Хабибом. Он сказал: я не Хабиб, я Хамзат. И правда ли, что была история, что после одного из поединков Хабиб позвонил и попросил передать поздравления маленькому Хабибу? Да, было такое, не после боя, а перед боем мы сидели, перед моим титульным боем. Я должен был с Зайнуковым, когда дрались. Потом президент лиги, вот, GFC, который был, Александр Гурьянов. Мы сидели, ужинали, он сказал то, что Хабиб позвонил, сказал то, что передай удачи, там, привет от меня маленькому Хабибу. И потом на завтра я вышел, выиграл Зайнукова и завоевал пояс. Потом я ему тоже, у него бой был с Конором, я ему тоже пожелал удачи. А так виделись на турнире GFC, он был почетным гостем, меня тоже позвали. Мы там встретились, поздравили друг друга. Еще в хаджи увиделись с ним. А так насчет того, что сравнивают, ну, как говорится, он Хабиб, я Нурло, я не смогу стать, как он не сможет стать, как я, например. Но по боям меня всегда сравнивают, ну, внешне, но я не знаю. Ну, внешне вы правда похожи, правда честно. похож. Вы очень похожи внешне. И у меня, когда вот этот титул выиграл, мы в самолет сели из Самары, когда летели в Душанбе, и там подходили стюардессы, там нам кофе, там сразу еще до вылета, я не знаю, почему так. И, короче, бывали моменты, что путали вот да, в жизни? да, Расскажи, вот что ты такое, что тебя особенно потом один запомнилось? там приходит, один, я не знаю, летчик был, он говорит, да, пожалуйста, поставьте автограф. Я говорю, какой автограф? Говорит, Хабиб, я знаю, что вы скромный, поставьте автограф. Я на тренера так смотрю, говорю, объясни ему, что я не он. Он говорит, ставь. Я поставил автограф, дал ему, он ушел из стюардессы, там нам кофе, там туда-сюда. Я сказал, тренер, пожалуйста, иди объясни ему как-то некрасиво. Потом он пошел, объяснил. Давай пойдем ипотеку возьмем на Хабиба вместе с тобой. Объяснил, и никто больше к нам не пришел. И было в Таиланде то, что я, когда в зал ехал там на мотоцикле, и все там иностранцы, Хабиб, я тоже, да, нормально. Таких ситуаций много очень, да. Нурло, сейчас ты в лиге AMC Fight Nights, и
ну, наверняка знаешь, что Лига любит громкие бои, громкие имена. Ну и в целом сейчас вся такая тенденция в современном мире ММА, что нужно себя как-то раскачивать не только как спортсмен, но и как медийная личность. Людям интересны какие-то истории, разговоры и так далее. Мы знаем, что скромный парень, но готов ли ты для продвижения своей профессиональной карьеры быть чуть-чуть поактивнее в медиаполе, где-то там что-то говорить более открыто, вызывать кого-то на бои? Или тебе, например, это вообще чуждо, и ты не будешь этим заниматься? Ну, как сказать тебе, если придет время, то, что надо так, значит, надо так, сделаем. Пока что я не думаю, то, что там кого-то вызывать, там, сделать хайп какой-то. Давай без вызовов, но с кем бы тебе было интересно подраться в твоей весовой категории Fight Nights? Кто из бойцов тебе вот интересен как оппонент? С Лехой Махно. Я сейчас проведу свой бой, я чуть откроюсь. И мне было бы интересно подраться с Куатом Амитовым, потому что у нас было ни разу, как бы у нас должен был состояться бой, не получилось. Я сам этого очень хочу, чтобы опыт был против молодости. Я хочу этого себя проверить, насколько я готов к высоким вершинам, например. У меня цель попасть в самую, например, высшую лигу, поехать в Америку. Я хочу перед этим попробовать себя, насколько я готов. И наши земляки очень, и мои братья, которые поддерживают, очень хотят этого боя. Я проведу бой, иншаллах, может, с ним. Значит, смотри, я проработал схему. Я знаю, что Леша тоже хочет бой с Куатом Хабитовым. Сейчас вы оба проводите ваши поединки. Если все хорошо, то бой между вами за то, кто же подерется с Куатом. Ну, бой между нами может быть только по пятницам в Да, Evolve Gym. Это пожалуйста. Изначально есть такая информация, не знаю, расскажи, так это или нет, что твой отец был против того, чтобы ты занимался смешанными единоборствами. И в детстве ты ходил на тренировки пешком, там 2-3 километра тебе приходилось преодолевать до зала. Но не говорил отцу об этом. Да. Расскажи, как вообще, правда Была это такая или нет? ситуация. Мои братья старшие, родные, тоже спортсмены. И когда они занимались борьбой, я тоже в 5 классе, потом меня отвезли в зал, тоже на вольную борьбу. Я начал там заниматься, а потом мой старший брат перешел на ММА. Уже у нас в Таджикистане первый раз, когда ММА прошел, он там вышел, занял первое место там, и мой отец сидит. И мой отец нам никогда не разрешал там драться или кого-то побить на улице. И мой отец сидит и на телевизор моего брата показывает то, что он выиграл ММА. И зовет его, так ругает. Говорит, все, вы больше не будете заниматься, не будете ходить в зал. И я иногда говорил то, что отец, я иду на дополнительный и ходил в зал. Так, чисто в зал 2-3 Когда он километра. узнал в итоге, что все-таки ты тренируешься, ты... Когда я по вольной борьбе уже начал занимать почетные места, потом я приходил домой с медалью, с грамотой, потом он говорил, да, хай, давай, только вольной. Потом, когда один раз я пошел, у моего друга было соревнование по панкратиону. Я смотрел, он говорит, давай из нашего зала на 77 никого нет, не хочешь выступать? И я как зритель, я говорю, давай, что? Он говорит, шлем одеваешь, там бал. Я говорю, давай. Я сразу размялся, вышел, 2 боя выиграл и стал чемпионом Таджикистана. По панкратиону. Да, и президент... Просто случайно, то есть можно да. сказать, что парень из зала Да. стал чемпионом Таджикистана по панкратиону. Да, я пришел как зритель. И там президент Федерации панкратиона, он мой первый тренер, и начал меня продвигать, говорит, приходи в мой зал, у тебя есть талант, давай мы тебя на чемпионат Азии через 1,5 месяца. Я говорю, ладно, и у меня появилось желание. Я начал идти, но никто из дома не знал, что я поеду. Я начал идти, заниматься, и меня отвезли на чемпионат Азии, и я там выиграл я стал чемпионом Азии, выиграл там. И приехал, все собрались там, наши там телевидения, там туда. Потом показывали меня по телевизору, говорят, там вот Нуруллов выиграл там. И начали мои бои показывать. И отец говорит, и начал меня ругать, говорит, ты что там?
Я говорю, вот отец, шлем же, щитки, там ничего нету. И я уговорил его, и через 2 месяца был чемпионат мира. Я его уговорил. И то, ну, хай, ладно, он говорит, если шлем, щитки, никакой травмы у тебя не будет. Я пошел на чемпионат мира. В финале я проиграл. Потому что я ничего не знал, кроме борьбы. Потом я приехал, и в 2017 году сразу мир выиграл, мир Панкратиона, мир Союза ММА выиграл. И в 2018 году, как пояс выиграл, в 2018 году дебютировал в GFC, битва на Волге была. Выиграл гран-при, пояс выиграл. Еще через месяц было, после победы над Артуром Зайнуковым, через месяц был чемпионат мира по Панкратиону. И я приехал оттуда, не отдохнул, 1 день или можно сказать, 2 дня отдохнул и начал готовиться к чемпионату мира. И в 2018 году выиграл чемпионат мира еще раз по Панкратиону. И как отец отнесся к тому, что уже ни щитков, ни шлема? Отец говорит, я когда пояс выиграл, отец и мать никогда не смотрят. И вот на телевизор смотрят, убегают, И я выиграл, и ну, у всех появилось потом ко мне это, то, что ты, например, есть талант, давай занимайся, мы сами будем поддерживать тебя. Ну, я как бы убедил, да, их, то, что у меня вот к этому идет, получается. И когда вот у меня бои не получается, я много вес гоняю истощенный, и все говорят, давай оставь. Оставь, все сейчас уже тебя все начали ненавидеть, там, типа, лучше давай оставь, уйди. Я говорю, нет, самое главное, упорный труд, вера во Всевышнего, идти до конца. У меня нет такого, чтобы не получилось у меня что-то, и оставить это, и все, больше не тренироваться. Ну вот ты говоришь, что тебя все начали, кто-то начал ненавидеть. Вот мы сидим с тобой, общаемся, Леша мне про тебя говорил. Ты достаточно позитивный молодой человек, ты не используешь там трэш-ток, никаких таких моментов. Откуда хейтеры? Он даже матом не ругается Откуда никогда. Хейтеры и что они к тебе, ну, собственно, какие претензии к тебе? Что не так? Что ну, не я странно? когда выиграл 3 бойца из Дагестана, и начали мне все вызывать, там, кидать вызовы, там туда-сюда, но я не обращал. Ну, я к вызовам всегда готов. Если соперник достойный, если соперник моего, например, уровня достойный соперник, я всегда принимаю вызовы, с любым я подерусь. Вот сейчас Азамат опять же сказал, что ты скромно себя ведешь, но вернемся все равно к индустрии ММА профессиональной. Ты же наверняка знаешь, а сейчас есть поп-ММА, постоянные, наверняка в Инстаграме попадаются скандалы, там ребята ругаются, бьют друг друга, вызывают друг друга. Вот сейчас, да. Вот сейчас, например, на уже нашем турнире 25 декабря должен был биться Чоршанбе Чоршанбиев против персидского дагестанца. Как его зовут? Мухаммад Хейбати, да. Соответственно, Чоршанбе, по-моему, получил травму плеча. Да. И, например, там искали замену для Хейбати. Для Чоршанбе искали, точнее, искали замену Чоршанбе для Хейбати, да. Ты, например, мог бы согласиться на такой бой? Ну, честно сказать, я не хочу на таких вот этих. Я тоже вот Файда, меня когда 24-го хотели поставить, я сказал, нет, меня вот эти там свои, там, как если грубо клоунские эти, меня лучше не ставьте. Я знаю себе цену, я знаю то, что меня, как бы сказать, неправильно поймут, у меня поймут то, что я хочу драться, например, в карде, где дерутся хорошие, достойные бойцы. А так, поп-ММА мне не интересно. Ты знаком с Чоршанбе? На одном из мероприятий, на каком-то турнире или пресс-конференции, не уверен, где именно, к нему обратились и сказали, что вот этот таджик, он сказал, таджика ты увидишь в зеркале, я помирец. Я думаю, нужно вызвать себе бойца, как распиаренного. Там есть Чоршанбиев или как, знаешь, вроде он таджик. Бойца моего... Ты что-то говорил там, таджик, не таджик, таджика в зеркале увидишь. Понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами, помирец, я помирец. Вообще, насколько эта ситуация, не знаю, слышал ты да, или нет? Да, типа запиши или запомни что-то. Да, насколько это уместно, неуместно, и как ты, собственно, относишься
к подобным выражениям, подобным словам? Ну, как бы сказать, у нас, брат, 4 автономные области в нашей республике. Мы все таджики. Я, например, не разделяю там. Ну, если он так сказал, значит, не считает себя таджиком, ну, это его право, брат. Мы никого не заставляем то, что сказать там, я таджик, я не таджик, я еврей или я кто-то другой. Его право. Ну, я смотрел, да, я потом, когда он вот такой хайп был там в Инстаграме всегда, я смотрел там то, что он так говорил. Но я думаю, он исправил это, он потом после боя, он мне тоже, вот я так не слежу, мне отправили то, что он сказал, мы все таджики там, туда-сюда. А так мы, наша нация тоже большая нация, тоже много наций в стране, там памирцы, ванжские, там кулябцы, душанбинцы, у нас очень много, но мы все таджики, мы не говорим там, я тот, я тот. Это уже право человека говорить себя таджик, не таджик. Очень часто в интернете попадается в комментариях: ты популярный спортсмен, представляющий Таджикистан, Чоршанбе популярный спортсмен или поп-спортсмен, я не знаю, как правильно это называется. И очень часто говорят, что подерись с ним. Ты согласился бы на такой бой? Подраться, если он скажет то, что я не таджик, если он выиграет хорошие бои, например, он, как бы сказать, станет интересно, как не поп-боец, Как профбоец. Как профбоец, например. Если я, во-первых, не хочу подраться со своей нацией, ни с кем. Кто говорит, что я таджик, я с ним вообще не поделюсь. Я это и вот говорю и буду говорить. А если кто-то скажет, что я не другой нации, я это, я то, но он таджик, в Таджикистане живет, вырос, если он достойный соперник, я с ним поделюсь любым, без разницы. Нурло, здесь в зале ВОВ сейчас еще проводят сбор ребята из клуба «Ахмат Таджикистан». Ты с ними как-то пересекался, кооперировал, общался вообще, знаком, не знаком? Потому что раньше же представлял Ахмат Таджикистан какое-то время, и сейчас, насколько мы понимаем, не представляешь Ахмат Таджикистан. Ну, было, да, дело было. Мирно разошлись. Например, у них другая дорога, у меня другая дорога. Так ничего особого не случилось. А так видимся, да, со всеми мы здороваемся, общаемся. Ничего такого нет. Вопрос. 25 декабря, Fight Night. Какую команду ты будешь представлять? Никакую, только свою страну, брат. Только Таджикистан без команды? Да. И почему без команды? У меня есть своя команда. Название своей команды ты придумал? Название еще не придумал. Нурулло Тим, там, не знаю, Может Алиев быть. Тим. Посмотрим. Есть вот Мага, сейчас сделал команду Лысого Хищника. Он прям назвал свою команду «Команда Лысого Хищника». Я хочу сейчас 25-го, иншаллах, выйти, доказать то, что все думали, то, что у Нурло не получилось бои, то, что он все, почему я молодой, я готовлюсь, я всегда вот готов, всегда тренируюсь. Никогда у меня таких мыслей даже не было, то, что вот столько у меня не получается, 1,5 года я не могу выйти, столько готовлюсь, столько веса гоняю. У меня не было таких мыслей, давай оставлю это не мое, это мое. В любом деле есть свои трудности, свои там эти, надо терпеть. Думаю, иншаллах, с помощью Всевышнего я достигну. Ну и заключительный, наверное, вопрос. Да? Как скоро ты Мне приятно, видишь... что он спрашивает у меня разрешение. Как скоро ты видишь себя в UFC? Вот. Что ты будешь прославлять? Цель UFC, она же есть, ты правильно? Конечно, пару боев с Кулатом подерусь. Если эта победа предписана мне, если этот бой случится, может, иншаллах, потом после него попаду в UFC. То есть 2, 3, 4 боя, да? Да, 2-3 боя. Друзья, на этой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Подписывайтесь на Инстаграм Нурло, на Инстаграм Алексея Махно. Следите за их поединками, потому что оба выступят в одном карде 25 декабря на турнире AMC Fight Night 99. Ставьте лайки, пишите комментарии к этому выпуску и не забывайте подписываться на YouTube-канал Спорт24. Всего вам доброго, до свидания. Скажи пока.
Друзья, всем привет! У Sport24 вышло новое мобильное приложение. Скачивайте обязательно, там вы сможете следить за всеми новостями спорта.